Добрый вечер. В прямом эфире новости 24 в студии Лейла Цурова. И вот главные темы выпуска. Труппа Ингушского государственного театра юного зрителя откроет 5-й фестиваль национальных театров кукол «Радуга». Зачем нужна универсальная карта и когда можно ею воспользоваться? Мастер-класс потребителям. Возвращение с победой. Воспитанники Центра олимпийской подготовки отличились на международном турнире в Турции. Сегодня между руководством Северокавказского регионального центра МЧС России и Управлением по взаимодействию со СМИ администрации главы Ингушетии было подписано соглашение об оперативном информировании населения республики о возможной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. Сегодняшнее соглашение, скажем так, это пилотный проект на Северном Кавказе, который мы будем развивать по округу. Цель этого проекта – оперативное информирование населения субъектов федерального округа о возможных и происшедших чрезвычайных ситуациях. Для чего это делается? Для того, чтобы население, мы сами неоднократно убеждались в том, что на сегодняшний день не очень эффективно работает система информирования населения в случае угрозы возникновения ЧС. И решили пойти немножко по другому пути. То есть мы одним сообщением будем закрывать территорию всего субъекта. И не зависит уже, есть у человека возможность смотреть один телеканал. То есть любой житель Республики Ингушетия может получить в течение 10 минут объективную и, самое главное, выверенную информацию о угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Во-первых, это оперативность информирования населения. То есть мы в течение до 10 минут, не 10, а до 10 минут мы сможем информировать все население Республики Ингушетия через те структуры, которые входят в управление по взаимодействию. Это телерадиокомпании, радио «Ангушт», это ГТРК Ингушетия, это печатные СМИ, но большую роль в этом сыграют большую роль в освещении – это министерство ведомства, которые находятся в постоянном контакте с нами. То есть в течение нескольких минут одним звонком мы оповещаем, и люди начинают работать. Труппа Ингушского государственного театра юного зрителя получила право на открытие 5-го фестиваля национальных театров кукол «Радуга». Культурное мероприятие пройдет в Самаре с 16 по 21 сентября. И подробности в сюжете Фатимы Кариевой. Среди тех, кому предоставилась честь участвовать в ежегодном фестивале, представители регионов России, Болгарии, Швеции, Голландии, Амстердама и Чехии. Фестиваль национальных театров кукол «Радуга» откроет спектакль Ингушского театра «Красивая как солнце». Если в театре теней китайцы отображали исторические события, Турция – представление комедийного характера, то Ингушский театр решил порадовать зрителей историей о бытии и характере народа. Поставлен по нашим обычаям, традициям, обрядам нашего народа, который, ну скажем так, более-менее в полной мере раскрывает то, кто мы есть. Ну, скажем иначе, это визитная карточка нашей республики, нашего народа. Театр юного зрителя уже освоил принципы работы тростевой и планшетной куклы, а также игру живых персонажей. На сегодняшний день коллектив театра нашел новый метод игры, который интересен представителям всех возрастов. Это метод игры теней. Этот спектакль рассчитан на большой спектр зрительской аудитории, так как он берет возрастную категорию, скажем, от 6-7 лет и до бесконечности возрастной. То есть любому человеку будет приятно вновь окунуться в видеоряд наших гор, башен, снова посмотреть на наши традиционные обряды. Приглашение на участие в фестивале поступило в феврале текущего года. Лейла Хадзиева в главных ролях спектакля. Несмотря на это, она признается, что не волнуется, так как ей постоянно приходится выступать на различных фестивалях за пределами Ингушетии. Лейла надеется выступить на высшем уровне, ведь сегодня она представляет республику и ингушский народ.
Дело в том, что на этом фестивале будет 8 международных театров. Германия, Прага, Чехия, Голландия. Мы хотим познакомиться с этими театрами и, конечно, познакомить их с нашей ингушской культурой. Думаем, что там мы заключим много договоров, чтобы уже потом участвовать и в других международных фестивалях. По словам актеров театра, такого рода мероприятия способствуют не только перенятию опыта, но и интересным знакомствам. Это надежда на плодотворное творческое сотрудничество. Мы, я думаю, обрадуем и российскую, и международную публику нашей постановкой. Ну а мы с большим удовольствием выезжаем и будем работать, зная, что мы будем работать от Ингушетии. Фестиваль будет проходить в течение 2 недель. Коллектив театра надеется, визитная карточка республики, спектакль «Красивая как солнце» порадует зрителей не только России, но и всего мира. Фатима Кариева, Майрбек Миржоев, Новости 24. О правилах безопасности при обращении с электричеством говорили сегодня с учениками столичного лицея. Как уберечься от удара тока и выжить при получении травмы, узнаем у Мадины Албагачиевой. В школе «Марем» сотрудники ингушского филиала межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа провели открытый урок, направленный на предупреждение получения электротравм детьми. Ученикам доступно объяснили, как себя вести в случае, если рядом находятся оголенные провода, какую помощь оказать пострадавшим от удара током, как обращаться с неисправными электроприборами. Эти занятия проводятся для того, чтобы дети понимали, насколько электроэнергия представляет собой опасность, какие меры безопасности они должны соблюдать, и если они окажутся в той или иной ситуации, как они должны себя вести, что они должны делать, и чтобы не было вот этих несчастных случаев. Данную информацию дети восприняли с интересом, так как кроме чтения лекции сотрудники раздали наглядный материал и показали мультфильм по электробезопасности. Сегодня нас посетили сотрудники ингушского филиала МРСК Северного Кавказа. Они провели комплекс мероприятий по предотвращению энерготравм. Мы им очень благодарны, что они провели такой интересный урок, беседу с нашими малышами. Надеемся, что в будущем нам это очень пригодится и риск получения электротравм намного сократится. После завершения открытого урока работники сетевой компании провели проверку энергоустановки. Здесь стоят 2 трансформатора. Внутри здания находится электрощитовая. Это помещение находится под замком. Сюда невозможно подойти, и для населения это место закрыто. Подобные мероприятия специалисты ингушского филиала МРСК Северного Кавказа планируют проводить до конца учебного года. Мадина Албагачиева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Эстафета донорского движения продолжается. В акции приняли участие судебные приставы Ингушетии. О доброй традиции в разгар рабочего графика. Репортаж Мадины Пугоевой. Судебные приставы ежегодно принимают активное участие в акциях, так что для них это стало доброй традицией. Несмотря на напряженный рабочий график, сотрудники федеральной службы решили не оставаться в стороне. Перед процедурой каждый из них проходит обязательный медицинский осмотр. Специалисты следят за тем, чтобы эта процедура не отразилась на здоровье доноров, поэтому кровь могут сдать не все. Перенесенные заболевания, ангина и грипп противопоказаны для донорства. Процесс сдачи крови безопасен. Врачи используют стерильное оборудование. Шприцы и иглы одноразового пользования вскрывают только в присутствии донора. Врачи республиканской станции переливания крови рассказывают, желающих сдать кровь больше, чем ожидалось. Ребята активно сдают кровь, женщины сдают, девушки сдают. Они всегда откликаются на любой вызов, который необходим для больных наших. Более 50 работников стали донорами. Среди них немало носителей 4-й группы, а она, как известно, подходит любому. Помогать людям – наше призвание, говорят приставы. Став донором, каждый может помочь человеку сохранить его здоровье, возможно, и жизнь. Мадина Пугоева, Новости 24. На территории Ингушетии начался выпуск универсальных электронных карт. Они обеспечат возможность идентификации их держателя для получения доступа к государственным услугам. Лейла Гайсанова продолжит тему. Наша жизнь становится все легче и легче. Модернизация коснулась и бумажной волокиты. Теперь кипы документов могут находиться в одной пластиковой карте. Покончить с бумажным бременем справок уже смогли жители Москвы, Питера и еще 7 регионов России. С 1 января 2013 года воспользоваться картами могут жители нашей республики. Бесплатно. Чтобы ее получить, нужно 4 документа. Правда, обязательных всего 2.
Человек для того, чтобы получить универсальную электронную карту, должен обратиться в отделение банка, которое находится по улице Московская, центральное отделение. Туда он должен прийти со своим паспортом и страховым свидетельством пенсионным. Эти два документа являются обязательными. Заявление принимает филиал Сбербанка в Республике Ингушетия. Здесь же, кроме сдачи необходимых документов, клиентов на месте и фотографируют. В общем, все в самом упрощенном виде. Главная функция этой карты – облегчение доступа к государственным муниципальным услугам. Кроме того, имеется банковское приложение для людей, у которых еще нет банковской карты. Эта электронная карта включает в себя банковское приложение, ИНН, СНИЛС и полис медицинского страхования. В последующем приложений будет 256. Правда, паспорт она в себя не включает, и его придется носить с собой. При помощи одной такой карты человек сможет выполнить практически любую операцию. Универсальная электронная карта, конечно, включает в себя список этих документов, но не заменяет их. Сами бумаги могут находиться дома. При совершении крупных сделок обязательно потребуются подлинники. И как удостоверение личности карту предоставить нельзя. Она предназначена для ускорения считывания и заполнения информации в электронном виде. Недостаток практической карты нет, и в принципе это еще один шаг к развитию информационного общества в Республике Ингушетия. Правда, к этому развитию готовы не все. На сегодняшний день на территории нашей республики картами обладают всего 120 человек. Эта услуга не обязательна для всех. Желающие могут отказаться. Но с 2014 года это придется сделать документально. С 1 января 2014 года она также, получение этой карты будет не обязательно, но гражданин должен будет написать заявление об отказе от данной карты там же в полиграфическом комбинате Ингушетия. Электронная карта – это новый прорыв в сфере современных технологий, но каждое новшество разными людьми воспринимается по-разному. Кто-то скажет очень удобно, другие, напротив, небезопасно. Разделение мнений – это и есть признак здорового демократического общества. Лейла Гайсанова, Ахмед Чербижев, Новости 24. Ингушетия готовится принять творческие коллективы субъектов Северокавказского федерального округа. В республике 18 сентября пройдет региональный фестиваль национальных культур «Единение». Свою программу на суд зрителей представит и танцевальный коллектив «Ингушетия». О подготовке к фестивалю рассказывает Ляна Эльмурзиева. В этом зале работают люди, которые знают, что такое нагрузка. Каждый их день проходит в постоянных репетициях. Они тренируют не только тело, но и дух. Ведь инструмент, которым эти молодые люди передают национальное достояние, ингушскую культуру, это пластика и точность каждого движения. Художественный руководитель коллектива признается, что именно красоту национального танца и будут представлять на фестивале, основная цель которого – воспитание толерантности и уважения по отношению к другим культурам, поддержание межнационального согласия. Мы, как хозяева фестиваля, мы будем открывать фестиваль и закрывать его. Каждый коллектив покажет по 3 произведения, по 3 танца. Но это будет длиться 2,5 часа, даже около 3 часов будет идти концерт. Муса Аздоев, заслуженный артист Республики Ингушетия, с танцевальным коллективом репетирует новую композицию. Нужно отметить, ребята танцуют под живую музыку. Главная задумка Мусы – в каждом новом танце передать определенный период становления ингушской культуры, заставить зрителя вновь пережить то, что помнят только многовековые камни гор. Мы от своих традиций, именно если брать пластическое искусство, ушли. Поэтому я сейчас считаю, что такая фраза есть «время собирать камни». Пришло такое время, и когда мне предложили сделать не только танец, танец был обговорен, я предложил другую концепцию. Не один танец, а разные направления танцев 5, 6, 7 программ. То есть сделать. Вот это первый танец, он называется Эзди Халхар, танец. Да? Следующий у нас пойдет это Сидол Халхар. В планах у коллектива выступить не только на фестивале «Единение», но и на международном форуме под названием «ВОМАТ», а также «Мир на Кавказе». Работу молодых людей и их руководителей хоть отбавляй, а нам остается только пожелать им удачи. Ляна Эльмурзиева, Сулумбек Аздоев, Новости 24. Возвращение с победой. Воспитанники Центра олимпийской подготовки, участвующие в международном турнире в Турции, заняли призовые места. Подробнее наша коллега Индира Манкиева.
Турции с 8 по 11 сентября проходил международный турнир по вольной борьбе. В соревнованиях участвовало 13 команд. Поездка была организована благодаря Адаму Барахоеву. Спортсмены оправдали ожидания тренера, заняв призовые места. Это 4 медали. 1 высшая проба, 1 серебряная и 2 бронзовых. По словам Дамирлана Газдиева, самым сильным соперником оказался борец из Турции. С ним он встретился в финале. Несмотря на то, что у ребят это был первый турнир такого масштаба, борцы показали себя достойно. Я встретился с представителем Грузии, во второй Болгарии. В финале был с представителем Турции. Республику представляли 9 борцов во главе с тренером Магомедом Дасхоевым. Мы приехали с Турции, с города Бурса, где проходил международный турнир по вольной борьбе среди подростков 2000-2001 годов, где участвовали 13 команд, международных стран команд, Болгария, Турция, Грузия и многих других стран, где наши пацаны выступили на достойном для нашей республики уровне. 1 первое, 1 второе и 2 третьих места. Напомним, турнир проходил в Турции, в городе Бурса. Воспитанники Магомеда очень рады, что им предоставилась возможность участвовать в таком значимом турнире. С их слов, они не собираются останавливаться на достигнутом. К ним уже поступили предложения участвовать в очередном турнире, который пройдет в Грузии в конце этого года. Индира Манкиева, Адам Шибилов, Новости 24. Это все новости на сегодня. Спокойной ночи.